Добрый день. Меня зовут Сьюзан Массино. Я получила первое образование нейробиолога в Соединенных Штатах. Моя докторская степень в сфере биологии, и в последние годы я занимаюсь междисциплинарной работой на стыке климата, экологии и здоровья. Для меня большая честь принять участие в этом круглом столе. И я очень заинтересована в данной теме, которая, без сомнения, имеет глобальное значение. У меня есть несколько коротких слайдов, чтобы поделиться с вами. И первое, что я хочу отметить, это то, что я подхожу к этому вопросу, базируясь на нескольких позициях. Как ученый в гуманитарном колледже, как ученый в области лесных исследований в Гарварде, как член правления в лесной организации Института Пинчета, с учетом моей работы на высоком уровне в области политики, в Совете губернатора по изменению климата. Ясно, что международные междисциплинарные приоритеты для будущего человечества включают стабилизацию климата и защиту экологического пространства жизни человечества. Важно, чтобы мы использовали принцип «не навреди» и применяли принципы доказательной медицины. Моя основная подготовка связана с биомедицинскими исследованиями. Нам срочно необходимо четкое видение, лидерство и действия, основанные на науке. И я хотела бы добавить, что на протяжении всей своей карьеры я восхищалась русскими учеными и математиками и часто обращалась к русской литературе в поисках фундаментальных идей. И считаю, что мы снова находимся на этом этапе. Сейчас крайне важно, чтобы мы уделяли приоритетное внимание таким проблемам первой необходимости, как чистая вода и ненарушенные функционирующие экосистемы, в то время как мы также продолжаем понимать, где лучше всего получать ресурсы и какие области мы должны исследовать. Но важно отдавать приоритет чистой воде и функционированию нетронутых экосистем. Работа, которую я проделала в последние годы, увенчалась несколькими крупными публикациями, в том числе этой статьей о лесосбережении. Лесосбережение — это развитие существующих природных экосистем до полного раскрытия их структурного и экологического разнообразия, до их способности транспортировать влагу на сушу, обладать полным генетическим разнообразием и экологической целостностью, которыми обладают естественные экосистемы. Это совершенно необходимо. Эта статья была просмотрена и загружена больше, чем другие 99% статей, опубликованных в этих международных междисциплинарных журналах. Еще одна важная статья, которую я опубликовала, была посвящена старовозрастным лесам, их способности продолжать накапливать углерод и их способности быть самоподдерживающимися и устойчивыми. Леса появились раньше динозавров, они адаптируются и развиваются, и они имеют решающее значение для стабилизации локальных и глобальных систем. Самая последняя статья, которую я опубликовала, была о методах санитарных рубок, о недостатках и преимуществах этих подходов. И сотнями ссылок мы обнаружили, что существует эскалация рисков для климата, для биоразнообразия и наших водных циклов при использовании современных методов. Необходима полная переоценка наряду с безотлагательным приоритетом нетронутых экосистем. Прямо сейчас международный междисциплинарный приоритет для будущего человечества, возможно, лучше всего выражается как глобальная сеть безопасности. И Россия может внести самый большой вклад в эту глобальную сеть. Россия в прошлом внесла невероятный вклад в науку. И теперь пришло время использовать фундаментальную науку и российскую науку, чтобы буквально стабилизировать планету для всех. И Россия может прямо сейчас внести самый весомый вклад в мировой истории. Итак, в заключении я хочу сказать, что для меня честь быть здесь и принять участие в этом обсуждении, потому что я не могу себе представить ничего более важного в этот момент. Спасибо.